С приходом осени многие из нас начинают ощущать изменения в погоде, как следствие в своем здоровье. Холодный ветер, дожди и резкие перепады температуры могут стать причиной не только простуды, но и гриппа. Важно помнить, что грипп – это не просто неприятный вирус, а серьезное заболевание, которое может привести к различным осложнениям. В новом выпуске программы про здоровье мы поговорим о профилактике гриппа, о том, как его симптомы могут напоминать аллергию и о возможных последствиях для нашего организма. Давайте разберем грипп и его симптомы. Грипп – это вирусное заболевание, которое передается от человека к человеку. Его симптомы могут включать высокую температуру, головную боль, ломоту в мышцах, кашель и усталость. Однако в осенний период многие люди также страдают от аллергии, что может затруднить диагностику. Аллергия может проявляться чиханием, насморком и зудом в глазах, что иногда можно спутать с симптомами гриппа. Поэтому важно обращать внимание на контекст. Если вы контактировали с аллергенами, а симптомы появились внезапно и сопровождаются высокой температурой, скорее всего, это грипп. На самом деле это очень актуальная тема в осенний период времени. Это дилемма, которую необходимо очень тщательно объяснять пациентам, чтобы они понимали, что у них на данный момент простуда или же аллергическое воспаление слизистых оболочек, потому что имеется схожесть клинических симптомов. Но есть определенные критерии, по которым врач может определить, простуда это или аллергическое воспаление, аллергический ринит. Во-первых, если это простудное заболевание, начало более затяжное, от 1 до 3 дней, когда при аллергическом рините это очень быстрое начало при контакте с аллергеном, пыльца, пыль, то есть это начинается моментально. Если же это простудное заболевание, имеет место боль в горле, когда при аллергии это больше проявляется зудом слизистых оболочек. Также при аллергическом рините пациент отмечает жалобы, что у него зуд в носу, слизистых оболочек полости рта, конъюнктивы, когда такое состояние не характерно для ОРВИ, острой респираторной вирусной инфекции. И также кашель может быть приступообразным, сухим при аллергическом рините, бронхите, а при простудных заболеваниях он, как правило, продуктивного характера. Также обращают внимание на продолжительность заболевания. То есть, если это аллергическое воспаление, оно более продолжительно, месяцы, недели. Если это воспалительное заболевание, характер, то это более короткий промежуток от 7 до 14 дней. То есть, есть вот такие критерии, по которым мы можем оценить, воспаление это все-таки или же аллергическое воспаление, связанное с воздействием аллергенов. И необходимо дать определенные рекомендации после сбора анамнеза. Если есть необходимость и подозрение на аллергию, то мы дообследуем пациента, чтобы дать дальнейшие рекомендации и проводить необходимую специфическую иммунотерапию, потому что вот эти симптомы насморка, они могут продолжаться уже длительный период и перерасти в бронхиальную астму, что является более социальной проблемой и очень распространенным заболеванием в настоящее время. Осенний период идет активация сорных трав. Август-сентябрь – это активное цветение сорных трав. Амброзия, полынь. И в это время года есть уже активация других аллергенов. Уже на смену пыльцевым приходят уже бытовые аллергены. Плесень активируется, потому что когда начинается отопительный сезон, как правило, идет активное размножение клещей домашней пыли. Это проявляется тоже симптомами ринита. Чихание, насморк, слизистые выделения из носа, зуд в носу, зуд, гиперемия, конъюнктивы, слезотечение. То есть такие проявления, которые часто пациент может путать с простудой. И поэтому необходимо обратиться к врачу, если тем более эти жалобы продолжаются более 70 дней. Необходимо обратиться к специалисту для верификации диагноза. Но, к нашему счастью, есть и профилактика инфекционных заболеваний в виде иммунизации. Это один из самых эффективных способов защиты от гриппа. Вакцина обновляется каждый год, чтобы соответствовать новым штаммам вируса. Даже если вакцина не гарантирует
гарантирует стопроцентную защиту, она значительно снижает риск тяжелого течения болезней и осложнений. У аллергиков грипп он может вызывать осложнения и протекать в более тяжелой форме. Почему, скажу? Потому что у пациентов с аллергией имеется гиперчувствительность к воздействию факторов окружающей среды, то есть к аллергенам. И поэтому у них имеется хроническое воспаление слизистой оболочки дыхательных путей, началом которого является слизистая носа. И воздействие острой респираторно-вирусной инфекции на уже сенсибилизированный организм, то есть аллергика, это вызывает более тяжелое течение и может привести к обострению аллергического ринита, к ухудшению состояния. Как правило, пациенты с аллергическим ринитом в 80% случаев имеют сопутствующую бронхиальную астму, так как это аллергическое заболевание. И это может у них привести к нарушению контроля, то есть отсутствию контроля, и пациент может даже попасть в стационар в связи с обострением его состояния. Минимизация, она возможна. Конечно, если это уже установленная аллергия и нам понятен триггер, мы даем определенные рекомендации пациенту. Если, например, это клещи домашней пыли, бытовая сенсибилизация, мы даем рекомендации по элиминации, то есть поменять постель, делать влажную уборку регулярно, воздухоочиститель, поддержание влажности воздуха в доме, максимально убрать пылесборники, книги держать в шкафу, то есть одежда, чтобы все те предметы, которые могут приводить к накоплению пыли, они были минимизированы. Мы даем такую специальную информацию для пациентов, чтобы они уже понимали, как с этим жить и бороться. И вообще для пациентов с аллергией рекомендуется вакцинация против гриппа, чтобы у них не было осложнений в виде приступов астмы, чтобы они не попадали на стационарное лечение, то есть не было госпитализации у них по поводу отсутствия контроля их основного заболевания. Грипп на самом деле может дать достаточно серьезные осложнения, если не на каждого, то лиц, склонных к аллергическим заболеваниям, то есть иммунокомпрометированные пациенты, даже если у них не было проявлений аллергии, но у них какой-то наследственный фактор имеется, то есть пациенты, которые подвержены после перенесения вирусной инфекции развитию синуситов со стороны лор-органов, осложнения. Также возможно возникновение инфекционно-аллергической формы астмы. Например, как в ковидный период у многих пациентов, у которых раньше не было бронхиальной астмы, после тяжело перенесенной ковидной инфекции, к сожалению, развивалась постковидная астма. Пациенты уже с этим столкнулись, и я думаю, они должны быть более насторожены по отношению даже к банальному гриппу. Нельзя его пропускать, оставить без внимания. Необходимо соблюдать меры элиминации. Во-первых, надо стараться носить маску, чтобы не заразить окружающих, и это как профилактическая мера, и проводить противовирусную терапию. Необходимо отграничить простуду от гриппа. Это можно даже понять количеством чихания. Например, пациенты с аллергическим ринитом, у них такое приступообразное многократное чихание, и оно чаще всего по утрам и при выходе на улицу, например, если это полиноз. А у пациентов с гриппом чихание не такое частое, эпизодическое, и по характеру даже вот этого чихания можно определить, простуда это или грипп. Грипп может оказывать влияние на различные органы и системы организма. Наиболее уязвимыми являются легкие, сердце, уши, горло и нос. Иммунная система. Грипп ослабляет иммунитет, что делает организм более уязвимым к другим инфекциям. Укрепление иммунной системы для аллергиков – это особенная тема. Все хотят укрепить, повысить иммунную систему, и в этом случае хотелось бы сказать, вот в кавычках, если сказать, подстегнуть иммунную систему, мы не можем ее активировать, потому что у пациентов с аллергией, мы сейчас говорим именно о пациентах с аллергией и ОРВИ, у них она и так находится в избыточно активированном состоянии, почему они и реагируют на окружающую среду. Атопия – это есть повышенная чувствительность к воздействию факторов окружающей среды. И стимулировать вот этот иммунитет
нельзя, тем более нельзя это делать самостоятельно, народными средствами, потому что эти пациенты могут вводить себе в организм биологически активные вещества, которые у них могут быть причиной обострения аллергии, перекрестная аллергия. Поэтому обострение на ОРВИ и аллергии получать иммуномодуляторы небезопасно и тем более без назначения врача. Надо стараться сделать так, чтобы не было обострения аллергии. Вот как раз-таки элиминационные меры предосторожности, соблюдения, ограничить контакт с аллергенами. Если это пыльца растений, например, закрывать окна, соблюдать все мероприятия, выходить на улицу в маске, очки, менять одежду после каждой прогулки, стараться ограничить контакты с животными и максимально элиминировать воздействие бытовых аллергенов. Вот это является профилактикой для пациентов с аллергией, а не стараться повышать его введением каких-то иммуномодуляторов без назначения врача, особенно иммунолога, потому что аллергики – это отдельная категория пациентов, которым это не те пациенты, как иммунодефицитные, которые часто болеют там, пневмониями, острыми бронхитами, лор органов заболевания. Это немножко другая категория пациентов, где иммунокоррекция должна проводиться очень грамотно. Инкубационный период, как правило, составляет от нескольких часов до 3 суток. Грипп начинается внезапно и характеризуется 3 основными признаками – интоксикацией, катаральными проявлениями и геморрагией. Интоксикационный синдром возникает сразу после начала болезни и выражается в виде лихорадки, головных болей, озноба, головокружения и усталости. Возможны рвота, судороги, бред и спутанность сознания. При гриппе лихорадка может протекать в 2 волны. Симптомы болезни обычно стихают на 5-7 день после ее начала. Лихорадочный период может сопровождаться покраснением лица, учащением пульса, сухости кожи, понижением артериального давления. Катаральные симптомы возникают вскоре после начала интоксикации, которая может быть слабо выраженной или отсутствовать. Больного беспокоит сухой кашель, неприятные ощущения в горле, насморк. Заболевания вирусные и инфекционные в осенний период становятся более таким весомым, частым. И это связано с погодными условиями, потому что и внешний воздух, тоже температура несколько меняется, меньше становится. Люди иногда выходят на улицу в такую погоду по привычке, как летом, несколько умеренно одетые и простуживаются, поэтому на улицах при ходьбе и так далее. Но если человек вовремя одевается нормально, если соблюдает все эти мероприятия, которые препятствуют развитию вирусных заболеваний, это имеется в виду грипп, ОРВИ и так далее, носят маски свои каждый раз в этот период на улицах, в общественных местах, то это как бы профилактические мероприятия хорошо помогает. Осенний период, весенний период обычно несколько витаминов снижается в организме, поэтому принятие витаминов очень важно. Это витамины группы В, там, поливитамины, так называемые, несколько комплексов с аскорбиновой кислотой. Они очень важны и полезны. Поэтому люди должны в осенний период, весенний период несколько усиленно принимать витамины, продукты, которые содержатся больше витаминов. Это тоже очень важный вопрос. Самоназначать лучше нежелательно. Лучше посоветоваться с лечащим врачом или с участковым врачом, или даже в крайнем случае фельдшером какого-то населенного пункта, под контролем врача. Может быть, да, гипервитаминоз, повышенное содержание, определение витамина В12, фолиевой кислоты, В6 и так далее в крови определяют лабораторно, и тогда уже можно, если нормально витаминов в крови
тогда необходимости в назначении дополнительных. Лечение зависит от степени заболевания. Легкое течение гриппа иногда остается нераспознанным и позволяет проходить терапию амбулаторно. Если у человека была диагностирована тяжелая или очень тяжелая форма гриппа, ему требуется лечение в стационаре. Грипп – это респираторная вирусная инфекция. В принципе, респираторных вирусных инфекций у нас достаточно много. Их известно на настоящий момент более 200. В частности, грипп, чем он отличается от наших знаменитых ОРВИ? Тем, что протекает намного тяжелее. Тяжелее в плане интоксикационного и астенического синдрома. Что такое явление интоксикации и астения? Это ломота в теле, это сильная головная боль, это высокая температура. Например, при ОРВИ температура может быть в пределах фебрильных цифр, это 38,5, там до 39. Все, что касается гриппа, это 39,5, это 40. При этом очень сильные головные боли, как я сказала, боли в глазах. Дети жалуются на то, что они не могут нормально открывать глаза, что им больно поворачивать глаза, больно смотреть. То есть явление интоксикации в данной ситуации выступает на первый план, а катаральные проявления выступают уже на второй план. Тогда как при ОРВИ, наоборот, в большей степени все-таки катаральные проявления. В межсезонье организм перестраивается, любой организм, от тепла к холоду, от холода к теплу. И, естественно, иммунный ответ в этой ситуации ослабевает. Поэтому чаще заболеваемость именно имеет вот такой сезонный характер. Профилактика гриппа – это в первую очередь вакцинация. А детей уже, в принципе, с 6-месячного возраста можно прививать. Для этого у нас достаточный спектр вакцин имеется. И, как я и сказала, с 6 месяцев дети до 6 месяцев получают иммунитет от мамы посредством грудного вскармливания. Поэтому все, что касается детей от полугода, туда мы уже их можем прививать. Иммунитет у них появляется после сделанной прививки через 14 дней и сохраняется в течение 9-12 месяцев. Не сделать прививку, он перенесет. А как он перенесет? Мы это знаем. Он может перенести в легкой степени, он может перенести в тяжелой степени или средней степени тяжести. Дай Бог, чтобы прошло в легкой степени. Да? Но маленькие дети, как правило, дети до 2 лет, там настолько серьезные осложнения идут с присоединением бактериальных инфекций. Это в частности пневмонии, бронхиты, синуситы, энцефалиты, энцефаломенингиты с поражением центральной нервной системы, с поражением заболеваний, проблем сердечно-сосудистой системы, то есть миокардиты, эндокардиты. Это достаточно серьезные заболевания с угрожающей жизни и ведущие к инвалидизации. Так стоит ли сидеть и думать, авось повезет, да? Авось пронесет? Наверное, все-таки стоит подумать об этом и профилактировать своего ребенка. По словам специалистов, здоровый образ жизни, правильное питание, физическая активность и достаточный сон помогает укрепить иммунную систему. Чем сильнее ваш иммунитет, тем меньше шансов заболеть. Иммунитет может быть гуморальный и клеточный иммунитет. Естественно, клеточные – это клетки крови, а гуморальные – это вещества. Вещества могут быть разные, это могут быть интерлейкины, все. Но иммунитет у человека может быть стерильный, нестерильный, абсолютный, относительный. Но там многие ипостаси иммунитета. Если после перенесенного любого инфекционного заболевания у пациента возникает иммунитет, то есть после вакцинации тоже может быть иммунитет в отношении определенных инфекций. Именно после перенесенного заболевания может иммунитет быть относительный, может быть пожизненный и может быть абсолютный. Пожизненный, то есть если человек, например, переболел одной болезнью, у него по отношению к этой болезни будет иммунитет всю жизнь. Но есть инфекции, которые вызывают иммунитет непродолжительный. То есть, например, за сезон мы можем заболеть разными видами гриппа, это раз, то есть непродолжительный иммунитет. Острые респираторные вирусные инфекции тоже мы можем заболеть разными видами. То есть мы можем, например, тем же самым парагриппом несколько раз переболеть. Есть инфекции, например, кишечные инфекции, которые тоже вызывают стойкий иммунитет, пожизненный иммунитет. Есть инфекции, которые не вызывают пожизненный иммунитет. Но, например, если человек переболеет краснухой, у него формируется пожизненный иммунитет. Также в отношении кори пожизненный иммунитет, в отношении ветряной оспы тоже пожизненный иммунитет. Но есть инфекции, которые
Также чаще всего иммунитет пожизненный вызывают вакциноуправляемые инфекции. Естественно, введение вакцин вызывает абсолютный иммунитет в отношении многих инфекций тоже. Грипп может привести к серьезным осложнениям, особенно у людей с ослабленным иммунитетом, пожилых людей и маленьких детей. В обязательном порядке нужно обратиться к врачу. Много было ситуаций, когда мамы вовремя обращаются, но даже в этой ситуации заболевание настолько протекает молниеносно, что ты уже бежишь за этим заболеванием, а оно от тебя уже убегает далеко. Поэтому нужно в обязательном порядке все-таки показывать детей врачам, чтобы уже врач определился, легко там протекает заболевание или все-таки стоит насторожиться. Пневмония – это одно из самых распространенных осложнений гриппа. Вирус может вызывать воспаление легких, что требует длительного лечения и может быть опасным для жизни. Бронхит – воспаление бронхов может привести к хроническому кашлю и затрудненному дыханию. Синусит и отит. Вирус может вызвать воспаление околоносовых пазух и ушей, что приводит к болям и дискомфорту. Сердечно-сосудистые проблемы. Грипп может негативно сказаться на сердце. У людей, перенесших грипп, может увеличиться риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт. Это связано с тем, что вирус может вызвать воспаление в организме, что в свою очередь может повлиять на сердце. Грипп опасен прежде всего своими осложнениями, поэтому нужно не допустить заражения. Если это все же произошло, то необходимо обратиться к врачу, дабы не усугубить свое положение, так как самолечением заниматься категорически не рекомендуют специалисты. Почему мы прививаемся именно ежегодно, именно осенью? Потому что до подъема заболеваемости мы должны уже защитить свой организм от вирусных инфекций, особенно таких как грипп. Есть штаммы гриппа, которые вызывали пандемии. Например, последний, который запомнился, в 2009 году вызвал пандемию. Если более назад уйти, то в 1918 году была пандемия испанка. Чтобы этих пандемий не было, вот ежегодно мы вакцинируемся против гриппа. Грипп вызывает серьезные осложнения со стороны всех систем, как сердечная система, как пищеварительная, дыхательная, нервная система. В общем, она влияет на все системы организма, но в основном на дыхательную систему и вызывает пневмонии, которая чаще и вызывает летальные исходы, так как развитие заболевания молниеносное, и не могут справиться с этим заболеванием. То есть лечение симптоматическое, специального лечения нет, поэтому прививки защищают от таких грозных осложнений. Особенно вакцинации подлежат группы риска. Это дети, которые посещают коллективы образовательные, садики, это работающее население, это призывники, это военнослужащие, это будущие мамочки. Почему будущие мамочки? Потому что вакцинация начинается с 6 месяцев. То есть до 6 месяцев ребенок получает антителами матери защиту, а уже с 6 месяцев мы начинаем вакцинацию от гриппа. Поэтому и в этот список относятся и будущие мамочки. Дальше у нас лица с хроническими заболеваниями. Это тоже в первую очередь лица с хроническими заболеваниями, потому что у них уже есть свое основное заболевание. Чтобы оно не усугубилось, не были серьезные осложнения в данной сфере, поэтому они тоже подлежат обязательной вакцинации. Грипп – это серьезное заболевание, и важно принимать меры для его предотвращения. Вакцинация, соблюдение личной гигиены и здоровый образ жизни – это ключевые факторы в борьбе с гриппом. Не забывайте о регулярных медицинских осмотрах и консультациях с врачом, особенно в период эпидемии. Берегите себя и своих близких и будьте здоровы!